В тувинском языке нет неопределенной формы глагола. На письме она обозначается как будущее время. Например, слово «халыр». Основа глагола «халы» «ыр» – это аффикс будущего времени. «Халыр» – будет бегать. Вот. Теперь рассмотрим образование глаголов от имен существительных, от прилагательных и других наречий. Самый распространенный аффикс «ла». Он обозначает действие, которое выражено значением в основе. И чаще всего смысл его следующий. Ходить за кем-то. Искать кого-то. Собирать кого-то. Охотиться за кем-то. Использовать что-то как орудие. Это не все значения. Вот рассмотрим один пример. Сугдар. Значит, ходить за водой, идти за водой. Ла – аффикс глагола, а ар – в будущем времени. Аффикс будущего времени. Основа су – вода. Ходить за водой. Аффикс ла присоединяется к основам, если они заканчиваются на буквы ой, р, г, на гласные буквы. Если же основа заканчивается на глухие, то присоединяется аффикс та. Если сонорные, здесь глухие, а если сонорные носовые, то аффикс на. Если основа заканчивается на букву L, то присоединяется аффикс да. Например, пример с глухой буквой. Тут ходить за водой. Палтар. Балык. Та. Рыбачить. Балык значит рыба. Палктар. Рыбачить. Пример с сонорной носовой буквой. Аннар. Ан буквально означает зверь. Значит, охотиться на зверя. Или же на русский язык, как охотиться. Талдар. Основа тал. Собирать тальник. Лёглер. Собирать грибы. Лёг. Гриб оканчивается на гласную, присоединяется аффикс ле. Ну и в зависимости от гласных в основе присоединяется либо ла, либо ле. В этом случае, так как имеются гласные переднего ряда, присоединяется аффикс ле. И в остальных случаях та де, на не, да де.